Assalamu alaikum, salama шавдушек, хамса махкой. قدي حالخ مردوش دروين تنديلا وإفير ومسيري مهرج قابل ديل ألشا يولا ريوي دالو حاجن لين خلوة ميلي يازي يقابل داستا دالو مكشل إيمان لويل هنسا ويك حوشان ويحاشا وزيش إفير دعوا ريوي دامو ويستخدم يوسبو دوكش هولا كيجي خوشنا يفدا لويشوال. Юсуп по праву считается основоположником рэпа в Чеченской Республике. Особая популярность группы Юртда приходится на вторую половину 90-х. Треки Шона Цаха, Туахвия, Хайгдалу, где крутились во всех студиях звукозаписи на тот момент. Особенно запомнилась самая популярная студия на тот момент, студия Терза на проспекте Победы, мимо которой я лично часто проходил и которая дни напролет крутила эти и другие треки группы Юртда. Вот так и начинала героя нашего сегодняшнего эфира. Думаю, Юсуп сам с удовольствием окунет нас в ностальгию и подробно расскажет нам обо всем по порядку. И, пожалуй, начнем с самого начала, Юсуп. Давай про твое отрочество поговорим. Где ты вырос и с какого возраста ты начал увлекаться музыкой? Наш ведущий сказал, я еще нет. А по этому поводу отрочества, где я типичный чеченский пацан, само в Виносо. Родился и вырос я в Чечне. Насколько я знаю, Жимолш, по-моему, до года. Простите, память плохая в то время была. Где-то до года я жил в Гуайтахкин, Цолтя. Семья переехала в Эргуня, и до 16 лет, вплоть до 94 года, вплоть до первой кампании практически, Эргуня. Потом получилось где-то, я помню, на школьные каникулы мы переехали в Грозный, и только-только я в сентябре пошел уже, в поселке Войково как раз мы жили в тот момент. Только-только я пошел в школу, последний 11 класс, и началась наша первая кампания. Ага. Что там? Кампания началась, потом опять мы вернулись опять в село, потом через некоторое время Халаатта от Юрта, сельскую школу я закончил, потом поступил в университет. Вот как раз в этот период, во время учебы в университете у нас, скажем, появился вот этот проект Юртда. Модердич, он существовал еще со времен, скажем, 92-91 годов, но на тот момент все-таки это было такое, в кустарных условиях лило, что вот эти вещи, там, кассетные ленты, там, перемотка на пальцах, на ручках, плеер, вот все в этом роде было. Мы считаем началом отсчета, от самой группы, рождения группы 99-й, но это все-таки дата выхода первого студийного альбома. До этого треки у нас были, причем и на студии были, но вот первый свой студийный альбом мы записали и выпустили в 99-м. У нас у Шичига, у двоюродного брата, есть, все еще сохранились какие-то треки, которые сейчас слушаешь, даже смешно бывает, 92-го, 3-х годов, когда слушаешь, Цалих гейтом за гейтера, да, магейта, ла-ла-ла, вот такое что-то. В принципе, все. Потом опять вторая компания. Дальше, по-моему, все знают, там у нас была у всех общая судьба. Юсуп, ты чуть-чуть забегаешь вперед, давайте в каком-то хронологическом порядке будем говорить обо всем. Ты много информации даешь, думаю, легче будет, если мы будем задавать вопросы, а ты непосредственно отвечать на этот вопрос. А то получится, ты все нам сейчас расскажешь, мы забудем про свои вопросы, и еще зрителя ведем в заблуждение. Так, идея назвать группу Юртда, как она пришла к вам?
Среди вас случайно не было глав администрации села или района, например? Нет, на тот на тот момент среди 13-14-летних пацанов вряд ли был юртда. Но там, был выбор между... Хотелось название, которое звучало бы необычно. Ну, даже вот в то время были названия там Царадин, Чепол, там, Симкиват, ну понятно это все. Но хотелось что-то, чтобы все-таки было что-то оригинальное, но при этом присутствовал юмор, но и при этом было чеченское название. Рэп-кела, рок-кела, было же модно русскими именами, или даже западными, на английском, на немецком, хоть по-китайски. Главное, чтобы никто не понимал, что это название значит, главное, чтобы запоминалось. Мы элементарно, тупо, обычным голосованием на бумажках написали и скинули. И как раз таки юртда был один из моих предложенных вариантов. Правда, там это был не единственный предложенный мой вариант, там еще было мое название, ну, мой вариант предложенного названия, оно писалось, вот как доктор пишется по-английски приставка, dr. И дальше лор шло. Была такая вот вещь, такая вариация. Но так уж получилось, что вытащили юртда, и, ну, всех устроило, никто возражать особо не стал. Дикцию, в принципе, юртда и звучит и не монотонно, и объемно. Юсуп, я еще вернусь к своим вопросам. Прежде чем подключить к нашей беседе других участников эфира, я представлю нашей публике нового ведущего Апти, который принимал участие в одном из наших прошлых эфиров. Апти понравилась наша деятельность, и он решил принять участие в нашем проекте. Апти, доша Хвегдух. Ассаламу алейкум. Садила Мосовая Махкваши, Мособусовнари Марк Обудал, Суманаш Обудал, Хег Амели Яздуил, Хаба Даста Дал, Мукшила Луил. Аминь. Юсуп, у меня такой вопрос к тебе. Все мы привыкли тебя, конечно, видеть на эстраде когда-то. Как так получилось, что ты перешел из эстрады в студию? Это расскажи нам, пожалуйста. Ну, вот если говорить, то почему больше все-таки на студии сейчас, чем на самой эстраде? Ну, во-первых, скажем так, в силу чеченского менталитета. Ну, в том плане, что мне музыка нравится. Ну, я, наверное, даже когда состарюсь, может, не буду сам работать или даже исполнять, но, наверное, слушать все-таки буду. Хотя, да, вот, как это повернется. А с другой стороны, вот в силу возраста уже есть вещи, которые ты себе не можешь позволить как подросток. Вот. Подростком ты можешь это сделать, а как уже, скажем так, взрослый дядя, ты этого уже... Хотя ничего такого нет, но цатоустах этого. Плюс еще ко всему, скажем так уж получилось, что я начал изучать студийное оборудование, работать на самой студии, пытаться там изучать эти музыкальные программы, принцип действия. И получилось так, что у меня прошло несколько проектов, которые впоследствии были использованы другими исполнителями, причем не только чеченскими. У меня есть в обоими, скажем так, две нальчинские группы, которые использовали, скажем так, мой труд, да, в этом плане. Есть несколько московских, особенно в последнее время. Поэтому, видимо, я не самый худший аранжировщик, раз уже они прибегают к моим услугам. Так что, нет, я время от времени, конечно, выступаю даже, хотя все-таки предпочитаю больше отказываться, но если что-то вроде там благотворительного или вот близкие друзья, куда уже отказать, отвертеться никак не получается, вот туда тоже хожу. Но по большому счету, да, я обычно уже чаще всего все-таки отказываюсь. Но в угоду того, чтобы, грубо говоря, сидеть на студии и работать там. Здесь я могу по желанию записать какой-то трек, возможно, даже отснять клип. Но на сцене показываюсь я, конечно, поменьше, все-таки большей частью в силу возраста. Юсуп,
Я сейчас украду у Апти его следующий вопрос, то есть и время отделенное для этого вопроса. Хочу спросить, почему ты именно рэп выбрал, а не Назманш, например? Если судить по времени, когда ты начинал свой творческий путь, начало 90-х, потом середина, когда начались у нас беспорядки в республике, и первый твой альбом, именно на этот период приходится наше медленное вставание нашей культуры, возрождение духовно-нравственного, нашего потенциала и так далее. Назмаш мунцахарджира. Да, Назмаш Сунцахарджи. Я не знаю, все-таки Мадардичу вообще мой интерес вообще к музыке как таковой появился, ну вот люди, скажем так, около 30 и чуть-чуть за 30, наверное, помнят времена, когда появились такие, ну, группы были, типа Alban, Snap, вот такие вот группы, в которых основа музыки, ну, не суть важно, как сама группа, но смысл их музыки заключался в том, что там главные инструменты были там не фоновые, не лирика, а именно ударный инструмент. Вот как только появилась музыка, в которой главным инструментом являлся ударный и бас, вот с тех пор вообще у меня интерес появился к музыке. Допустим, в 4-5 классе у моих ровесников, у всех уже были там, я не знаю, любимые группы. Если я ничего не путаю там, по-моему, что-то вроде Комиссар, там, Ласковый май, Кидек. Вот, ну, мне совершенно... Там Пугачева была. Я-то смутно помню это все. Но у меня совершенно интереса к музыке не было. Совершенно никакого. У меня именно интерес, когда я начал слушать музыку, начал покупать эти кассеты на тот момент. Именно интерес появился с тех пор, как вот я услышал вот такого рода музыку. Вот где основа идет это барабаны и стиль, где человек, по сути, даже не поет, а больше читает. Ну, да. Цунох отошел, как, видимо, дынчик-то. Да, Валцунах, ты попал в десятку, не обманул ни себя, ни своих слушателей. У тебя это очень хорошо получилось. В треке Суна Цаха у тебя такие слова, Юсуп, Шадириги Суик Алларда, тем более такой скороговоркой. Дигаш, тами парсаш, сердце было бац, он совачун, он они хочурец. Кому был посвящен этот трек? Я помню, мы слушали это, пытаясь расчленить слова и понять захватывающий сюжет. Я сейчас даже сам думаю, вот приходится иногда слушаю записи, но есть как раз таки недавно появилась идея некоторые из самых первичных треков сделать ремикс, ну естественно с таким современным как бы звучанием. И вот задумаешься, а вот сейчас я это выговорю или нет? Нет? Ну, посмотрим, аусар думаю. Но кому адресован этот трек, надо честно признаться, ни один мой трек Сундагадош кому-то конкретно адресован не был. У меня на слуху было много историй от друзей, от девушек знакомых, скажем так, да и фантазия у меня бурная. Скажем, на истории у меня было выше крыши. Но надо быть честным, на основе своей личной жизни, вот какой-то автобиографичной песни, вот честно, вот, ну нету такой. Все, большая часть основана на историях, но это чаще всего не мои истории, а или увиденные мной, или услышанные. Но в них действующим лицом я как бы не являлся. Понятно. Юсуп, прежде чем Мухаммад одолеет сон, мы подключим его к нашей беседе. Мухаммад, تشيخو خاطر دي يوسف زغتوك العاش مويا عندك يوسف مارش وغيل صور ألز ويسن ويمسو حوصر فش مرنش قبل دويل حين خلو دا ميلي أجويل يوها قابا даста мокш Allah твойлен. Юсуп, в начале, так скажем, в начале карьеры юртда были ли у тебя или у участников группы музыканты, на которых вы равнялись? Ну, равнялись Альчмоду. У меня
Я, конечно, понимаю, это несколько некрасиво звучит. Я Бог шольч. Но если быть честным до конца, ну не было у меня вот какого-нибудь исполнителя или какого-нибудь музыканта, вот с которого я там жутко фанател, собирал его плакаты и цитируешь. У меня и до сих пор нету. Как ни странно, начиная лет с 17-18, когда я уже, скажем, более серьезно начал этой музыкой и этим делом заниматься, у меня элементарно даже магнитофона не было. Я не слушал музыку вообще. Ну не было. Услышу на радио, ну значит услышу. Там в машине радио услышал. Но я не помню, уже лет 20, по-моему, или чуть меньше, может. Прошло с тех пор, как я не покупал ни одного диска, ни одной кассеты. Ну, я не слушаю специально, никого не покупаю. Бывает, кто-то мне дает слушать, бывает, где-то я краем уха слышу. При всем том, что я занимаюсь музыкой, я сам ее практически никогда не слушаю. У меня здесь даже на компьютере, допустим, когда я не работаю, когда не занимаюсь музыкой, у меня всегда играет радио. Но у меня играет информационное радио, где 24 часа в сутки идут новости, музыки нету, кроме перебивок. Так что... со следующий вопрос. Трек-лист, например, из чего он состоит? Ну, самое интересное, я 2 года проездил на машине, и каждый раз меня брат, мужчина, он говорит, садись ко мне, и получилось, он туда какие-то диски напихал, но я неделю уже этот магнитофон не включаю. Я не знаю, я просто заметил, когда у тебя есть плейлист, и ты выбираешь, скажем так, из меня получился бы очень плохой диджей. Я не могу до конца выслушать песню, я тут же переключал бы ее. И поэтому для меня, если уж все-таки надо что-то слушать, то лучше слушать радио, потому что у меня нет выбора, я это должен слушать. Да. Вот так вот все. Ну, по твоему мнению, лучший в мире рэпер, кто он? И тишина. Конечно, я не буду себя в грудь там бить. Нет, конечно. Ну, знаете, лучшие, они все время меняются. Это как и в спорте. Нет постоянного лучшего. Кто больше над этим работает, у кого сейчас лучше получается, кто больше над собой работает. Ну, и, естественно, в кого больше денег вкладывает, тот сейчас и лучший. Это лучший тот, кто попадает в чарты, я не знаю, или как это еще назвать. А сейчас на данный момент, на данный момент, у кого сейчас больше всех денег тогда, кто больше всех вкладывается, у кого больше всех время на это тратит, тогда кто он все-таки? Я не знаю, как не знаю. Нет, и когда я включаю YouTube, я могу предположить, что это именно те, которые появляются в списках, вам рекомендовано посмотреть. Наверное, они. Точно. Не, я как раз таки ничего не имею против. Я понимаю, что шоу-бизнес на этом и построен. Ты вкладываешь в это деньги, они на тебя работают, и потом, естественно, ты получаешь какие-то дивиденды. Это не значит, что они всех купили там и так далее. Это абсолютно естественный бизнес, как и любой другой. Ты вкладываешь деньги во что-то, чтобы потом с этого получать. Правильно. Юсуп. Сих душу Мах. Да, бюрдуй там бюром شوي أنا ما صارت ده أمثال نقع شوي أتصني تغيير تونجا تغيير تحمله بيونك сам تغيير تغيير бюрнак мило Йосиф. Кстати, это один из моих самых любимых треков, поэтому я помню слова наизусть. Вот что побудило тебя написать такие слова, скажем, самые актуальные фразы? Знаете, особенно во время второй кампании, и когда после второй, более-менее затишье такое появилось, и люди начали в город приезжать, уже там люди работали, хотя все еще разруха была, в маршрутках, везде, была куча народа, особенно
Ну, это в силу, наверное, нашего менталитета, особенно женщины, бывает же, ну, понятно, у них какие-то проблемы, там, видимо, соседку знакомую нашла, у меня это, у меня то, горе, там, тянешь. Ну, понятно, это у нас у всех было. Короче, вся речь практически заканчивалась фразой «бьемшу ногчи». 90% бьемшу, 10%. И если ты имел неосторожность ей сказать «ахамилчу каю эч», там вся маршрутка начинала говорить, что именно я и есть представитель этих 90%, а вот все остальные, кто сидят в маршрутке, это именно те 10%. Шабиш воушхаят, короче. Они, видимо, сами вот нагрузились в эту газель и ездят по ней по городу. А нет кого-нибудь из 90% чухал, чтобы они знали, кто они такие. Не, ну естественно это смешно, но цухаяна, действительно, это звучало практически отовсюду. Действительно, нахига, бог бар, с этим не поспоришь. Балбочься, кузаваласа. У всех были эти проблемы. И понятно, человек чем-то расстроен, когда он жалуется на судьбу, но естественно, у него виноваты все. Хотя трудно такому человеку говорить, что да, мы все виноваты, но в этом точно такая же, как и твоя вина, скажем так. Это было бы грубо, естественно, молчали. Люди предпочитали молча слушать. Чаще всего я тоже молча слушал, потому что идти на конфликт, ну, зачем мне это? А когда постоянно слышишь «мобиум шуай ногчи», естественно, тебе не нравится это все, но иногда хочется сказать, ой, шаиш, ой, бьехум, шу, и ценник, хагайтиш, сунули. Так я говорю, именно тот, кто говорит, и получался ценник. Ну, бывало все-таки обидно. Не за себя, за державу обидно. Что-то такое. Да. Юсуп, тогда еще один вопрос я тебе задал бы. В первой, второй компании и первой темш, разруха, индустрия, помню, наша культура, все это у нас было разрушено. Вот как ты думаешь, какие направления развития были бы более, наверное, продуктивными в данном случае согласно нашему чеченскому менталитету? Направления? Ну какие могут быть направления, допустим, в обычной повседневной жизни? Естественно, в первую очередь идут социальные направления. Это элементарно, начиная от элементарного водопровода в доме, когда у тебя в доме должна быть. Я уже не говорю, что горячее, пусть хоть холодное будет постоянно. Пусть хотя бы отопление зимой будет. Начинать надо, естественно, с самого элементарного, самых простейших условий жизни. Когда они будут более-менее налажены, естественно, пытаться заходить дальше и дальше. У нас, да, в Бухастом, какие-никакие все-таки условия появляются. Кое-где уже появились. Надо честно сказать, со сбоями. У меня часто вообще воду вырубают. Я даже не знаю почему. Сейчас ветгаму шишбаца. Но хорошо, хоть как-то отапливается помещение зимой. Хоть вода есть. Ну и так далее. Я считаю, что им тому начало есть, да, мол, это все будет все более работать как надо и так далее. Но надо развивать, естественно, науку надо развивать. А чего вы хотите? Меня несколько удивляет, когда люди говорят, что диша не обязательно, ходек не обязательно. Почему не обязательно? Когда говорит тот, я не знаю, ладно, девушек не будем трогать, допустим, парень закончил 3 класса, хватит. А что он будет уметь, скажем так, в обычной жизни? Если он не будет элементарных знаний получать, что он тогда будет делать? Да, ты в этом... Что мы будем делать, когда закончатся люди, которые умеют машины делать? Нам же это не надо. Мы же думаем, что всегда кто-то будет. А когда кончатся люди, кто будут делать машины, кто их будет чинить, мы что будем? Вернемся в каменный век, что ли? Учиться надо. И в первую очередь, и в последнюю очередь учиться. Да, я полностью здесь с тобой согласен, Юсуп. Но опять же, я повторю свой вопрос. Я имел в виду наша культурная инфраструктура.
Возможно, я слишком увлекся. Нет, ты наболевшим, ты наболевшим. Возможно. Но культура, я не знаю, в культуре я, допустим, считаю, что как-то ограничивать, наверное, все-таки неправильно, но, естественно, на первый план должно естественно, это должна быть какая-то все-таки национальная идея. Это в любом случае. Но я сейчас понимаю, что у меня сейчас половина республики, особенно молодых людей, может проклянуть, но это не культура танцевать в каждой подворотне. Мне приходит в голову фраза, что сейчас эта фраза не применяется, но она же давно существует. Это не значит, что халхуалар воду, Нохчи вообще-то, насколько я помню, взрослые, очень взрослые люди были, около 90 лет, когда они говорят, вообще-то главным, элементарно хотя бы возьмем пример, вариант с дикой дивизии чеченский полк, когда их направили там, типа подавлять восстание в Петрограде, как такового боя не произошло, но им дали провести строем пройтись по Петрограду, когда они там проходили, простите меня за натурализм, они видели эти статуи, скажем так, обнаженные же они по сути, да. Они нохчи тут же не начинали пускаться в пляс или показывать на них пальцем, они наоборот думали. Я просто книгу читал на этот счет, и они думали, вот эти люди, которые смотрят на них, что они не смотрят туда. Им казалось, что вот они не видят и нормально, потому что считалось, что нохчевала, галгавела, не суть важно. Вообще все кавказцы тогда считали, что ты должен быть примером, а не самым шумным. Да. Я не знаю, в моем понимании перво-наперво именно в культурном отношении надо поднимать национальную культуру. И естественно, если Кенти, мне часто приходится говорить, Кенти, вы хотите, чтобы вас именно уважали, не боялись там, не говорили, что да они подлые и так далее, а именно уважали. Делайте так, чтобы про вас говорили хорошо, а не тыкайте себя в грудь и говоря, мы хорошие. Совершенно согласен, Юсуп. Вы с Апти затронули глобальную тему. Я тогда втисну свой вопрос именно в этот промежуток. Вот ты живешь дома, Юсуп, да? Сейчас, кстати, сделаем рекламу Война Телеком, благодаря которому вот этот вот эфир мы осуществляем, да. А все равно телефон, ты жалоб, сейчас сакачиваешь дома, у меня обрывается по 10 раз на неделю. Это не избага. Вот ты видишь рост в республике во всех направлениях сейчас, после всех этих беспорядков. Насчет культурного и духовного возрождения, о котором ты частично сейчас поговорил. Что ты об этом думаешь? Мы на правильном пути вот сейчас? Как бы вам сказать, на правильном ли мы пути, это, наверное, мы все-таки поймем, когда мы дойдем до своей какой-то точки. Все-таки я не политолог, шайгалдат, я не умею заглядывать в будущее, я не знаю, что там будет. Но в общем направление, по-моему, вроде бы правильно. Посмотрим, к чему это придет. Как говорится, идея может быть самая благая, все будет зависеть от того, как мы этой идеей воспользуемся и как распорядимся ее плодами. Все надо там технологические какие-то разработки, процессы, там развитие какое-то. Естественно, я всеми руками и ногами я только это все приветствую. Там насаждение, скажем так, какой-то культуры. Скажем так, возможно, я в каких-то вещах не согласен, но, в общем-то, я не против. Допустим, не против совершенно, даже за, чтобы существовал, допустим, дресс-код в государственных учреждениях. Потому что в частных фирмах существует дресс-код.
Почему государственное учреждение не может его сделать? Может. Поэтому никаких проблем с этим не вижу. Но, естественно, все будет зависеть от того, куда мы в итоге придем. Если это будет хорошо, естественно, я буду толкать этот паровоз, насколько у меня это тоже получится. Поживем, увидим. Вроде бы идем мы в направлении правильном, а вот что у нас по ходу все-таки получится, да, Лочин, придем, увидим. Хорошо. Я перехватил у тебя инициативу. Если у тебя еще есть вопрос, ты задаешь. Если нет, передаем слово Мамаду. Мамад. Юзеф, seit der Iron Muhammad Ali Бог, дает хаттер. Он сам не помнит, в каком году этот концерт был. Ну, это насчет песни Юрта из Хай. Ему почему-то показалось, что там играла фонограмма. Так ли это было? Если это не секрет, Богцов. Без всяких секретов. Поясняю. Вот, допустим, элементарно возьмем песню. Это трек. Ну, скажем так, музыка от начала до конца. Часть этого трека, открою тебе секрет, записывается, часть исполняется. Речитатив, где человек читает, скажем так, текст, где он по ходу может там слова какие-то забыть или вставить вообще совершенно посторонние, это обычно читается живьем. Но припевную часть обычно записывают. Я понимаю, что меня сейчас могут назвать там фанерщик, но если он посмотрит элементарно, та же самая Бритни Спирс, там, допустим, современные возьмем, Дженнифер, там везде эта система существует. Исполнитель поет основную партию, все бэк-вокалы, все бэкстейдж, как они называют, все дополнительные голоса, ее же голоса, но они записаны. Поэтому, ну извини, я не могу, и ни один певец не может во время концерта Мамад. Что? Подожду, Юсуп, зажимала, завис над девой. Зависнуть CD, у меня интернет как бы отключился, но вроде появился опять. Появился опять. Продолжай, Юсуп. Ну, что, я все сказал. Я имел в виду, во время выступления ни один человек не может изобразить 2-3 своих голоса. И поэтому конечно, не может. Частично 3-4 голоса исполнителя, они записываются, они воспроизводятся. Допустим, в речитативе он обычно читает одним своим голосом. Когда доходит речь до припева, на припевах, особенно если это поется, используется 3-4, а чаще всего даже 5-6 голосов. Техника записи одного исполнителя. Естественно, он не может изобразить сразу несколько голосов. Это сколько глоток-то надо человеку. И он поет только основным голосом, а все остальные голоса, они записанные. Естественно, припев в таких местах звучит красивее, ровнее, ну и так далее. Так что, по большому счету, он прав. Это фонограмма. Правда, эта фонограмма называется -1. Скажем так, это фонограмма, где частично записаны голоса. Понятно. Юсуп, у тебя по ходу нету никакой заготовки для нас, для прямого эфира? Зачитать что-нибудь или скороговоркой выпалить что-то, или симпровизировать? Народ ждет, Юсуп. Народ ждет. Модерь. Публика требует хлеба и зрелищ. Ну понятно. Возможно. Ну давай я попробую как раз таки тот самый вариант. Я честно, я сейчас не возьмусь говорить точно, я это выговорю или нет. Но может и не в такой скорости это получится, но я попробую. Сунха ойчитата этнекенди богой угоры туаллаг угорсов богого дакидир что мы горчим собала балават сунха осовочен сани кошелец киталах мила хавел ахтана хуни адли губат сани киром ялахти ал вахт сатадат есаверават цегал сани хизион сани хилишат все-таки воздуха не хватает. Молодец. Воздуха не знаю, но автомат Калашникова работает у тебя хорошо. Ну, Юсуп, так, непосредственно к творчеству. Вернемся чуть-чуть назад, пойдем по вопросам.
Я помню, что название первого альбома группы было «Налет». Это было как-то связано с образом жизни или это означало что-то другое? Да нет, не было это образом жизни. Налетчики из нас вообще никакие были. Никакие мы тут налетчики. Но все-таки это было такое подростковое подростковое желание. Ну, насмотрелись боевиков, покруче назвать там. А тут еще песенка, трек есть с таким же названием. Ну, естественно, мы просто тупо назвали. Мы чаще всего так и делали, называли какую-нибудь, брали песню, на наш взгляд, такую более-менее хитовую, и ее именем называли трек. Так и получилось. Мы просто выбрали название песни, то, что нам так симпатизировало больше всем, и так и назвали альбом. Короче, это была своего рода инвазия юрта на головы молодежи, да? Налет. Возможно, invasion, да. Понятно. Юсуп, все мы помним, конечно, 2000 год. Цуэна, Уэйн Махари, Цакир Миха, Ервейназ. Хазнихсан, 2000-2001 год, тогда, можно сказать, мы только вот, когда начали снова появляться на экранах телевизоров, в концертных залах наши певцы, как-то люди позитивно это все, конечно, начали оценивать. И вот мой следующий вопрос. Начиная с 2000 года и сейчас, насколько изменилась активность публики в залах? Ну, как изменилась? Она, естественно, изменилась. Понимаете, у нас, по-моему, за это время несколько, местного уровня фабрик звезд прошло, там какие-то конкурсы молодых звезд, потом конкурс «Звучи мой голос», там Дика Саас, там еще что-то, какие-то фестивали. Ну, естественно, какая-то работа по популяризации какая-то проходила. И все-таки, хочешь не хочешь, все-таки это свои плоды дает. А насколько это все развилось, если честно, оно развивается, в принципе, неплохо. Как бы молодые идут в это, скажем, не то чтобы большими шагами, а целыми паровозами идут в эту отрасли, скажем так. Естественно, если большое количество это еще не означает качество, естественно, это все понимают. Но, скажем, то, что не такого качества, оно обычно долго не держится, оно все равно потом отмирает. Человек, понравился он, там, я не знаю, публике, потом песня его понравилась, но ничего больше он предложить не может. Он обычно сам перестанет этим заниматься, потому что музыка – это коммерция. До тех пор, пока ты на слуху, пока ты людям нравишься, пока у тебя есть какие-то хиты, пока ты у всех на устах, люди приходят на тебя посмотреть, они за это платят. Как только ты перестаешь быть людям интересен, они не приходят. И по большому счету, организовывая какие-то концерты, получается, что ты влетаешь. Просто-напросто ты уже уходишь в минус. Это самый лучший вариант. Человек перестает этим заниматься, поняв, что ему это невыгодно. Так что шоу-бизнес, культура, вообще, это все развивается. Скажем, у нас сейчас такой период, когда сейчас еще не так много. Вот Шварт был, Дейрбук Шварт. А года 3-4 их вообще девать некуда было. Каждый второй, третий пел. Их вообще было ужасно много. Сейчас-то хоть... какой-то баланс появился, да? Да, какой-то баланс, и все-таки наверх выходит тот, у кого хотя бы есть какие-то данные, имеется в виду профессиональные, вокальных или хореографических, или... Да. А раньше вообще можно было просидеть весь концерт и ни разу не услышать, как исполнитель попадает в ноты. Вообще, сейчас я помню, война. Но тогда мы проехали эти времена. Юсуп, Вера, каждый из нас задает, конечно же, интересующие себя вопросы. У нас в любом случае нет никакого сценария ни на один эфир. Тем и эксклюзивны эти эфиры, потому что у широкого круга зрителей есть разные вопросы для тебя. Вот мы смотрим, выбираем разные тематики и придумываем эти вопросы. У меня опять-таки вопрос не по первому альбому, а вот промежуток времени после первого альбома.
как ты продвигался после него? Ведь популярность появилась у тебя именно после первого альбома, а популярность несет за собой некую ответственность тоже. Вот как ты продвигался? Ну как продвигался? После первого альбома, да. Ну, после первого альбома, по большому счету, я никак не мог продвигаться, потому что мы выпустили альбом в 99-м, и ближе все-таки к концу года, ну, скажем так, у нас было немного времени, потому что ближе к концу началась вторая кампания, скажем так, и мы, как Нохчи, скажем, со своим, ну, назовем это условно, сельским рэпом нигде нужны не были, в Москве и так далее, там, и так далее. И к тому же чеченская компания, скажем, националистические, нацистские настроения там были, везде у них были, и даже люди, которые искренне тебе хотели помочь, как они говорили: парни, вам жутко не повезло, извините меня, сейчас воюют с чеченами. При всей своей симпатии я просто не возьмусь вас раскручивать и что. Но, не знаю я, может, Нохчи может быть для них как бы после первой, но у нас именно по России все-таки больше бум появился у нас после второго. В районе 2003-2004, когда все Черноморское побережье, российской части, скажем так, когда приезжие из Кавказа, как они говорят, заказывали что-нибудь чеченское, и вместо лезгинки ставили юртда. Вот это был рассвет самый. Когда они ожидали, что сейчас Хелхар Бал будет, и вместо этого начинало играть что-то вроде Дамату, Мне просто люди, диджеи, которые там работали, рассказывали мне такие случаи. Понятно. Мухаммад. Юсуп, сайт Ахатар пользователь Мадина 11 сайта задает вопрос: как ты относишься к конкурсам талантов типа «Минута славы», «X-Factor» или «Голос России»? Если тебя пригласят на такой конкурс в качестве жюри, ты согласишься? Не, ну давайте будем честно говорить. Я тут не самый крутой, там сидят все-таки в жюри более компетентные лица. Скажем, я не говорю, что я никто, но и кричать о том, что я в этом понимаю лучше, чем люди, которые занимаются этим 30-40 лет, все-таки будет нечестно. Если пригласят, пойду ли я? Конечно, пойду. Но, Мадардыч, у меня иллюзий на этот счет нету. Там сидят люди в жюри, намного более лучше меня понимающие. Весь этот, скажем так, всю эту кухню. А как я отношусь вообще к самим этим конкурсам? Знаете, у меня, допустим, чтобы мне записать первую студийную запись, кстати, как раз я должен все-таки упомянуть этого человека, Амарбек Димаев был, один из братьев Димаевых, который в Заме играл, если вы помните. Для тех, кто, скажем так, их лично не различает, тот человек, который был лысый, не Али Димаев, а второй, который на гармошке играл. Да, у нас с ним был эфир уже, Юсуп. Ну, я для зрителей, я-то его лично хорошо знаю. Там был вот первой своей студийной записью, надо честно признаться, мы обязаны ему. Я просто понимаю, что мы его настолько достали, почти в течение 6-7 месяцев мы его доставали. Он говорил: ну парни, ну я вам помогу, варианты, он реально уже, я не говорю, что специально, чтобы отвязаться, но он уже был готов все, что угодно для нас делать, чтобы мы его в покое оставили. Мы его реально достали уже. Но видите, с этого пошло. В то время, допустим, и компьютерных студий не было. Сейчас можно угордука, ну элементарно, если не считать сам компьютер, сам PC, то в районе 30-40 тысяч можно себе на домашнем уровне создать студию. И если у вас хватит мастерства, ну, грубо говоря, терпения, усидчивости, вы изучите настолько, что сможете делать треки, которые будут играть с большой сцены, и они будут звучать как будто на профессиональной студии. А в то время таких возможностей не было. В то время приходилось платить действительно очень хорошие деньги, чтобы тебя записали на студии,
При этом это очень долгий процесс был, потому что ты не приходил, когда тебе удобно, ты приходил, когда тебе назначалось время. А время у них все-таки бывало ограничено. Вот так вот. Я тогда второй вопрос от того же пользователя задам. Среди прославившихся людей модно писать автобиографии, мемуары или книги о любимом деле. А ты бы хотел написать книгу о становлении рэпа в Чечне, ну или на какую-нибудь другую тему? Или написать диссертацию на этот счет. Ну, диссертацию не знаю. Не, честно говоря, по большому счету, давайте я вам честно сознаюсь, я по теме рэпа, там, становления, да не буду я ничего писать на этот счет. Даже желания никакого нет. Потому что, поймите одну вещь, меня жаба не давит. Если сейчас появится или появляются, есть действительно парни, которых я знаю, которые читают, скажем, в этом стиле, ну, по крайней мере, на данный момент лучше меня. Меня жаба не давит. Они читают лучше меня, я это признаю. Когда начинается спор, кто лучше, кто не лучше, ну, не знаю, это уже сами выбирайте. Для меня это не критично, чтобы выяснять, ты круче или я круче. Я все-таки не афроамериканец с Бронкса, чтобы это для меня какой-то смысл в жизни имело. Это мое хобби, оно мне нравится. Я буду читать до тех пор, пока самого прикалывает. Как только мне надоест, я это брошу. Допустим, что бы я действительно хотел сделать, скажем так, я сейчас жутко, скажем так, до умопомрачения хочу попробовать снять какой-нибудь фильм, причем художественного плана. И вроде какие-то, скажем так, завязки, подметки, подползки, короче, с отцом жли ложуся и доверч. А так, ну, пытаюсь заниматься тем, что интересно. Вот так вот. أفتي خاطر لي يوسف за кино я вал штамм илирка а сюжет и сценарий штаммою хату мою примерно алишил не, я, конечно, могу тебе рассказать, но я боюсь, что там ближайший щекаса, надеюсь, давай. И что мы общая картина такая, общая картина. Юсуф, о чем картина твоя? Примерно. Ну, допустим, общая такая оценка. Сейчас, допустим, у меня есть одна история, основанная на реальной истории. Естественно, там некоторые моменты приходится переделывать. Все-таки, скажем, молодые люди в 17-18 лет, это, ну, реальная история, которая произошла с тремя парнями, Чичаву и один, скажем, их закадычный друг, выросший с ними, но которые уже как бы жили вдалеке друг от друга, не повстречались. Выяснилось, что и они, и он вроде бы собираются в Москву. Это как раз времена, вот ичкерийские времена. И они попытались, ну, поехать в Москву. Ну, этот парень, который с ними повстречался, он как бы по своим делам, там попытаться на работу устроиться еще. А эти двое поехать Шешин Сокьер. Вроде они все втроем выехали, и, короче, по дороге с ними что только не происходит. Не буду я рассказывать. Но получалось, человек мне рассказывал эту историю, как бы не сам, скажем так, действующее лицо из этой истории, но человек, которому рассказал именно человек, замешанный в этой истории, потому что даже во втором и в третьем пересказе эту историю не слушать без смеха невозможно просто. Ну, скажем так, что-то вроде, если вы помните, фильм был «Скорость», что ли, Чарли Шин, Чауш. Все действие проходило в машине, там несколько человек в машине, и что с ними только за эту дорогу не происходит. Вот что-то такое. Так значит, у тебя будет фильм, когда будет начинаться, а там такая строка будет, фильм основан на реальных событиях, да? Нет, я надеюсь, но еще не факт, что именно это будет. Потому что надо все-таки признать, я не режиссер профессиональный, у меня несколько миллионов, бюджета нет. Я себе не смогу сейчас позволить разбить пару машин в съемках. Там, вызвать вертолет, пару там полицейских машин. У меня не получится такое. Понятно. Апти, у тебя есть еще вопросы? Юсуф, радио, просто мне стало интересно. Миллион радио ладул тебя. Миллион радио, что постоянно 24 часа в сутки новости барга. Да, нет, я чаще всего слушаю, допустим, когда спать ложусь,
Самого, я тот человек, которого шум вообще не напрягает. Что громкая музыка, естественно, этого не бывает, но если я один, когда я ложусь спать, там может музыка играть, там может какая-то там ночью какой-то репортаж или передача по радио идти, меня это совершенно не заботит. Я пошел спать, а радио будет трещать до утра, совершенно звук хидаться. Но чаще всего, естественно, у меня играет, я не знаю, это будет реклама, у меня новостное радио играет. Там, скажем, музыка существует только в перебивках, постоянно там какую-то тему и по какие-то новости. Темы, новости. Каждые 15 минут новости шоу. Вот это радио у меня играет. Если, скажем, это не будет расценено как реклама, могу сказать, русское радио FM 24, это информационное радио. Понятно. А чаще всего, когда спать ложусь, все-таки бывает так, что иногда я ставлю именно радио, что же, в интернете есть радио, просто ставлю, чтобы скажем так, засыпается нормально. Отлично. Отключиться, да? Нет, действительно, когда тебя какое-то событие волнует, ждешь каких-то там что-то, естественно, радио. А если у тебя и на душе спокойно, и тебя ничего не беспокоит, ищешь какое-нибудь из радио, где не говорят по-арабски, а именно радио, ставишь и пошел спать. И ты засыпаешь, да, Бухастому. Молодец. Юсуп, кица хатар дерса колдел. Эшеш, я Юсуп. Естественно. А кто поет твои песни? Как сказать, допустим, давайте так, я попробую вам перечислить. Естественно, я их написал немало, скажем так. У меня есть люди, которым я написал песни в Казахстане. Скажем, из наиболее известных, кого вы можете знать? Допустим, я Макки Сагаиповой тоже во время, как раз когда она была популярна, был у меня я для нее трек один делал. Название? Она пела, по-моему, западную песню. Я полностью, скажем так, я не перевел текст с английского на чеченский, а полностью написал как бы чеченский текст совершенно по другой тематике. Скажем так, выступил в роли поэта. Да. Скажем так, плюс вот последнее время, месяца 4 назад, в Москве, когда я приехал, на студии Баба Шолш, скажем так, я работал для, назовем их, российские звезды где-то второго эшелона. Скажем, не те, которые каждый день на телевидении и радио, а все-таки чуть-чуть те, кто поменьше. Из самых известных клиентов в нашей студии был, допустим, Тимур Родригес из Боли. Тех, кто в России живут, они его как-то знают. Там по местному MTV гоняется и так далее. В Нальчике есть 2 команды, которым у них половина вообще альбома, у одной SK Style есть, у них половина альбома вообще как бы за моим авторством. Хотя они ремиксировали, не переделывали, но все-таки треки им отдавал я. Причем там, где и музыка, и слова были мои. Естественно, они там что-то меняли, но в общем они и не оспаривают. Это мои треки. Бывало дело. Причем эти треки не означали, что это рэп. Совершенно. Рэп как раз таки я чаще всего, по-моему, всего 2 раза чужим людям отдавал. Чаще всего это такая попса. Потому что, на мой взгляд, я, конечно, могу ошибаться, но на мой взгляд это самая простейшая музыка. Скажем, запрос на нее простейший. Тот, кто ее делает профессионально, естественно, ему эти вещи не подходят. Он это делает, как это надо делать. Вот так вот. Юсуп, у меня последний будет вопрос в эфире. Как ты относишься к плагиату? Смотря что. И развит ли он у нас? Знаете... Развито, насколько развито? Давайте так. Давай. Когда идет слово плагиат, мы все давно привыкли, что, допустим, мы слышим песню российского, я даже не беру чеченского пошиба, вот российского такого разлива, звезда российского разлива, она поет песню. Прикольно, интересно, звучит неплохо. Потом где-то через полгода ты случайно слышишь я не знаю, на греческом, на английском. Причем, когда смотришь, когда она выпущена года 2 назад.
Так что плагиат это очень плохая вещь, но если даже знаменитые звезды себе позволяют такого, то что скажешь о людях, скажем, мелкого, более мелкого разлива звездах, что о них говорить? Плагиат в повальных масштабах существует. Там я сейчас точно не знаю, как вот закон о плагиате там. Ну, понимаете, вот допустим, существует песня, в ней определенная последовательность нот. Хитрые люди, они просто тупо меняют в ней 2-3 ноты местами. Она звучит примерно так же. Но в плагиате ты его уже не обвинишь, потому что он там просто какую-то загогулину поменял место. Они на этом и выезжают. Ну, по большому счету, плагиаты. То надо, плагиат существует. Я так подозреваю, он всегда был, будет и будет жить. Всегда будут люди находить лазейки. Но отношусь я к этому, естественно, негативно. Допустим, у меня вот за все это время я использовал 2 чужих, скажем так, 2 чужих трека. Это не трек даже, а получается именно музыку. Причем я никогда не скрывал. У меня первое было Ice, да. Ее, скажем так, играл, ну, скажем, это играло у Vanilla Ice, который в свою очередь это спионерил у вот этого, у Queen, у группы Queen. Он, в свою очередь, это спионерил у них. И плюс у меня еще был трек, Анджело он назывался, там играла музыка, этот трек исполняла группа, я сейчас точно не помню, Poetry in Motion, что ли, называлась Ромео и Джульетта. Вот 2. Никогда не скрывался, никогда авторство их мне не приписывалось. Это музыка такого-то, а вот слова наши, как бы 2 трека всегда, никогда не скрывается. Ну, все остальное, возможно, что-то похоже, но я не знаю, уместно ли здесь говорить, что Дейль Яшу, вроде я ни у кого не подглядывал. Может, вот сюда куда-то отложилось, может, похоже стало, но ни с чего мы не сдирали. Йосип, отвлечемся от твоего творчества. Вот я сижу, обсервирую тебя в течение вот этого небольшого промежутка времени. 50 минут прошло у нас с тех пор, как мы сидим. Многие песни в твоем исполнении группы Юрда вызывают улыбку на лице критиков, в лице слушателей твоих. Вот сейчас у меня, когда я тебя слушаю, я сам невольно начинаю думать, что ты человек с веселым нравом. Как ты считаешь, ты человек веселый или серьезный? Не, честно, я себя считаю человеком позитивным, потому что как бы плохо не было, я всегда считаю, что нормально, да, могло быть хуже. У людей, бывает, когда что-то плохое на тебя вот сваливается, ты всегда думаешь, а что у меня, у людей вон что, и то ничего, а я-то что? Юсуп, у тебя есть такие, много песен у тебя есть. Например, я пример один приведу, песня Мегарду, Мегардас, Бошил. У тебя много песен, они, скажем, поучительные такие, в них есть там напоминания многим примерно жителям нашим, да. Просто ты добавляешь на нее музыку, а так, скажем, Даватсан Эшер Швукавиш. Такие песни, когда от тебя ждать можно будет? Или написаны тобой песни в чем-нибудь исполнении, я не знаю, в таком стиле песни? Ну, знаете, есть у меня в таком стиле тоже, но именно все сейчас упирается в то, что у меня все-таки до самого себя, любимого, руки не доходят. Все-таки я уже не мальчик, постоянно сидеть и делать какую-то музыку, заханяться. У меня свои домашние проблемы, там, мелочи, житейские, обычные, там, элховкан и так далее. Но есть в планах несколько таких именно, ну да, вот я бы не назвал, но, скажем так, на злобу дня, да, есть такие вещи. Напоминание, я хотел тебе сказать, напоминание, где ты Дицмалу, да. Вот примерно. Да, есть такое в планах, но как только получится выбить на это время, сесть спокойно, все-таки доделать. У меня несколько есть таких проектов, которые, в принципе, в общих чертах уже в процессе, но
меня или что-то там не устраивает, я чего-то там никак нащупать не могу, ничего, не могу понять, чего меня там не устраивает. Или вот финальный результат, короче, которого меня просто не устраивает. Как только будет какой-то результат, естественно, я это уже выпущу без проблем. Ну, я уверен, много твоих слушателей, поклонников будут ждать от тебя не только этих песен, любых песен, которые ты пишешь, если будешь исполнять такие песни, любые песни, лишь бы они исходили, скажем, от группы Южда или такой. Ну, посмотрим, как время покажет, Юсуп. Да, как он решит, так и будет. Да. Юсуп, эфир Дик Даяха, ты, оказывается, не только хороший рэпер в глобальном смысле и лучший рэпер в локальном смысле, имея в виду Чеченскую республику. Поделись с нашими зрителями и с командой Еврочеченс формулой своего хорошего настроения. А что может быть? Какая может быть формула? Я просто не понимаю, зачем вам мотивация нужна. Я понимаю, что это сейчас неуместно. Вот люди жалуются, там это не получается, то не получается. Ой, у вас руки, ноги есть. Извините меня, вы не родились ущербными, не инвалидами. Чего вы переживаете? Шундали, язды на хирдушун. Вартиш, старайтесь. Вы что думаете, у меня всегда все хорошо, что ли? У меня временами бывает жутко все плохо. И что мне теперь остается? Пойти повеситься, что ли? Не знаю. Если, знаете, Дик, бира, бекен, шадик, данис делан. Вышел бы и все нормально было. Просто ничего не меняется от того, что мы будем сидеть вот так. Ну ничего не изменится. Поэтому, что я сейчас буду время тратить на, скажем, на вот эти пузыри сейчас? Лучше я займусь хоть чем-нибудь. Правильно. Короче, вот вам, дорогие наши зрители, слушатели, рецепт формулы хорошего настроения от Юрда. Да. Да. Цуты, эфир даяр зарю, я думаю, изрядно поговорили обо всем понемножку. Юсуп, он дейлрез хил худуав, да диканс биекам байв, он ханкарина, он халирам бина тует вахайна, камел да. Он хаскаяцаан, у нас будут тысячами просмотров, Баркалч Боходун, рецензии у нас будут. Дал это был доллаш дохуешь хабо балханти, айохшел кино. Мы тебя не бросаем в кавычках, мы будем поддерживать с тобой связь, нам все-таки интересно. Не ты изъявлял желание, мы изъявили желание, чтобы ты был помощником, так сказать, нашего эфира. Если будут герои эфира, так сказать, коллеги по цеху у тебя. Вот уверен, что мы в скором времени встретимся в эфире. Так, Юсуп, иш даяр зарю кой. Я совершенно просто давится короче, флюга юхтя доша алихайда. Юсуп, да, дикне аушт ройл, хаус полчарга, дерес, дар хаусарна, гурдук пайда. Юсуп, дерес хилон, да, я постараюсь применить твою формулу хорошего настроения, хотя, конечно же, все порой бывает все плохо, а порой бывает очень плохо. И временами настроение совершенно не бывает, но просто надо просто, чтобы ты сам понял, что твое повисшее настроение у тебя ничего не улучшает. Я понимаю, что самого себя завести сложно, но просто хотя бы со скуки, когда мне жалуются, вот целыми днями скучно. Знаешь, займись чем-нибудь, чтобы тебе поменьше дури в голову лезло. Когда человек чем-то постоянно занят, ему некогда скучать.
Займитесь, люди, делом. Шум поэтхер, больше шум кедекер, больше это не лично к тебе, а так в общем. В общем. Да, но особо Шундерес пытался вас не перебивать. Мне очень понравилось. Но я вообще-то, конечно, не сказал вам, я вообще-то и по образованию журналист, так что эти вещи я догоняю. Чуть-чуть есть вещи. В любом случае, казахитер, ой, владуахчак, ой, хусинчак, дал эхту бол, дал эздин агурду, ой. Да, муалла, адике. There